И в завершении очередной материал к 100-летию Коми. Могла ли Ухта стать столицей республики? Подробности у Виктории Денисовой. Ухта станет столицей Коми? Быть может, в это трудно поверить, но почти 80 лет тому назад этот вопрос встал ребром. В 1940 году на стол Иосифа Сталина легла докладная записка, а в ней просьба о переносе столицы Коми АССР из Сыктывкара в Ухту. Для таких перемен должна быть причина. В записке указали целых 3. Во-первых, местоположение Ухты. Город находится в самом центре республики, а стало быть, управлять бескрайними просторами Коми-края из него было бы проще. Во-вторых, северная жемчужина была и остается экономическим центром региона. Нефть, газ, радиоактивная вода, асфальтит и многие другие богатства недр – все это здесь и в избытке. Ну и, наконец, перенос столицы из Сыктывкара в Ухту означал бы продвижение культуры дальше, на север. Разработчики просили 125 миллионов рублей на это, и были у них достаточно такие гигантские планы, оптимистичные. Они обещали построить город за 3 года, то есть отстроить новый город. Также они к записке приложили выкладки с описанием Ухты. Рассмотрение предложения отложили до 1941 года. Но вскоре началась Великая Отечественная. Стало не до того. История повторилась в 2017-м. Тогда общественники из Ухты предложили провести референдум и все же перенести столицу. Однако инициативе не дали ход. Более 600 раненых солдат в годы Великой Отечественной войны вынесла с поля боя Клавдия Лыткина. Абсолютная чемпионка Коми АССР по лыжам наравне с мужчинами выполняла боевые задачи. Все, что умела, направила в помощь. Во время войны Клавдии Лыткиной не было и 25. Девушка мечтала связать жизнь с лыжным спортом, участвовала в соревнованиях и побеждала. Вмешалась война. Полученные навыки оказались как нельзя кстати на фронте. Климатические условия способствовали тому, что было очень развито лыжи, лыжное движение. И помимо того, что наши лыжники участвовали в войне, добровольцы, жители Коми АССР, как только началась война, они стали изготавливать лыжи для солдат и перевыполнили план в 1942 году на 362%, изготовив 87 тысяч пар лыж. На Карельском фронте, где и находилась Клавдия Лыткина, было более сотни добровольцев из Коми. Они сформировали движение «Коми-партизан». Каждый совершал вылазки на территорию врага. При выполнении задач каждому из них помогала всесторонняя физическая подготовка, приобретенная в мирные годы.